Компания Toyota меня обучала система втягивания. Что это значит? Единственная компания, которая в мире, которая не держит склади. Ты маленький бизнес имеешь, у тебя сколько остатки из склади появляется и долги. А Toyota не имеет этого. Почему? По всему миру более 20 тысяч складов у него. Более 20 тысяч складов. Ты понимаешь? И у них нету. Компания так планирует, каждую минуту одна машина выпускает Toyota сейчас. Каждая минута, в данный момент, одна машина выходит. Пока мы здесь разговариваем, у него куча машин появится. Понимаешь? Он так поставил систему, потому что это же застой денег. Каждая гайка, каждая шайба, вот гайка появляется столько, сколько используется. 2 штук пришел, все, закрепили, ушел. Вот понимаешь, все, там нету, чтобы там просто накопилось полно, такого нету. 93% своей жизненной цикла любой продукции лежит. Бездействие лежит. Даже если ходовой. Он лежит, любой продукт, он лежит, где-то лежит. Даже клиент покупает, дома лежит, не носит его. Вы внимание обратите? 93% времени продукцию, любой продукцию, он лежит. Твоя задача сделать так, чтобы у тебя он меньше всего лежал. Кто понял? Чем больше времени он у тебя лежит, тем дороже обойдется. Кто меня сейчас понял? Чем больше все время он у тебя лежит, он тем дороже тебя обойдется. Потому что месяц прошел, ты кушал, инфляция идет, жизнь подорожает, аренда идут, налоги идут, а ты думаешь, блин, надо же, что-то прибыла мало. Все прибыль на товарах стоит. И самое интересное, люди товар калькулятором читают, думают, что это деньги. Да, они воспринимают, что это деньги. Это еще не факт, что ты его можешь обналичить. Я половину таких остаток бесплатно раздал. Да, я даже не знал, куда девались эти деньги. Остатки, которые были 1 штук сегодня, 2 штук завтра, вот так по чуть-чуть. Так продавали, что я не понял, куда девались. Она еще не факт, что ты обналичить можешь, и как наличные деньги получать можешь. Это не факт. Кто столкнулся с этим? Ага. У вас потихонечку начинает активно мозг работать. Классно, дальше пойдем. Значит, список составили? У всех есть список. Теперь я хочу, чтобы вот вы видели, да, этот список? Мы сейчас будем делать очень важную вещь теперь. Вот этот список важно. Вы должны, когда составляете список своих должников, он помогает нам видеть яркую картину. Теперь следующий шаг, мы создадим именно технологию, как от них избавиться. Дай, пожалуйста. Нужно нарисовать такую таблицу. Я сейчас буду нарисовать. Я эту таблицу создал когда-то. Называли его «Долги тают на глазах». Они действительно так и происходят. Вот так выглядит эта таблица. Видите? Вот так выглядит. Я сейчас буду нарисовать здесь в доске, вы это увидите. И я начал потихонечку по ним работать. Их, ну, скажем, вот так, да? Сейчас 4. Вот так. Вот так. Это что это означает? Если ты зарабатываешь 35, я бы на твоем месте больше 50 тысяч я не брал бы. Тем более у тебя уже 350 есть. Понимаешь? Больше 50 я не брал бы. Брать на 50 здесь. Рассчитаться это 50. Погашение долгов по датам я его называю. Завершение. Я к этому еще приду, я покажу там механизм, ладно? То есть на 50 брал, закрыл 50, снова на 50 брал, закрыл на 50, снова на 50 брал. То есть вот так, каждую неделю. Каждую неделю. Вот это финансовый туннель создавать, и она аккуратно двигается. Аккуратно двигается. Понимаешь? Финансовый туннель, несколько механизмов можно использовать. Еженедельно. Больше не брать. Зачем тебе брать на 200 тысяч, опять потом сидит, где-то там чего-то, чего-то. Это, понимаешь? Дело в том, что, знаешь, когда такое происходит? Нету системы втягивания. Это система в Toyota я научился. Компания Toyota меня обучала система втягивания. Что это значит? Единственная компания, которая в мире, которая не держит склади.
Ты маленький бизнес имеешь, у тебя сколько остатки из склади появляется и долги. А Toyota не имеет этого. Почему? По всему миру более 20 тысяч складов у него. Более 20 тысяч складов. Ты понимаешь? И у них нету. Компания так планирует, каждую минуту одна машина выпускает Toyota сейчас. Каждая минута, в данный момент, одна машина выходит. Пока мы здесь разговариваем, у него куча машин появится. Понимаешь? Он так поставил систему, потому что это же застой денег. Каждая гайка, каждая шайба, вот гайка появляется столько, сколько используется. 2 штук пришел, все, закрепили, ушел. Вот понимаешь, все, там нету, чтобы там просто накопилось полно, такого нету. 93% своей жизненной цикла любой продукции лежит. Бездействие лежит. Даже если ходовой. Он лежит, любой продукт, он лежит, где-то лежит. Даже клиент покупает, дома лежит, не носит его. Вы внимание обратите, 93% времени продукции, любой продукции, он лежит. Твоя задача сделать так, чтобы у тебя он меньше всего лежал. Кто понял? Чем больше времени он у тебя лежит, тем дороже обойдется. Кто меня сейчас понял? Чем больше все время он у тебя лежит, он тем дороже тебя обойдется. Потому что месяц прошел, ты кушал, инфляция идет, жизнь подорожает, аренда идут, налоги идут, а ты думаешь, блин, надо же, что-то прибыла мало. Все прибыль на товарах стоит. И самое интересное, люди товар калькулятором читают, думают, что это деньги. Да, они воспринимают, что это деньги. Это еще не факт, что ты его можешь обналичить. Я половину таких остаток бесплатно раздал. Да, я даже не знал, куда девались эти деньги. Остатки, которые были 1 штук сегодня, 2 штук завтра, вот так по чуть-чуть. Так продавали, что я не понял, куда девались. Она еще не факт, что ты обналичить можешь, и как наличные деньги получать можешь. Это не факт. Кто столкнулся с этим? Ага. У вас потихонечку начинает активно мозг работать. Классно, дальше пойдем. Значит, список составили? У всех есть список. Теперь я хочу, чтобы вот вы видели, да, этот список? Мы сейчас будем сделать очень важную вещь теперь. Вот этот список важно. Вы должны, когда составляете список своих должников, он помогает нам видеть яркую картину. Теперь следующий шаг, мы создадим именно технологию, как от них избавиться. Дай, пожалуйста. Красавица занимала деньги у дорогого, чтобы закрывать тот, который под процентом. Теперь смотрите, я хочу вам одну очень важную вещь скажу. Дьявол заинтересован, чтобы вы не выбрались от долгов. Потому что, когда у вас проблема, вы не будете себя чувствовать счастливыми. Вы забываетесь про Бога. Понимаете, дьявол заинтересован, чтобы вы были в долгу. Поэтому, когда вы где-то-нибудь, когда деньги попадет, 2 механизма существуют. Как где-нибудь вы деньги попадет у вас в руках. Вот, например, вы все это время, эти люди давят, звонят на тебя, ты говоришь, я вот сейчас отдам. А как деньги попадет у тебя в руках, они тот неделю перестают звонить. В тот неделю они не звонят тебе как деньги попал, ты думаешь, я пока вот это дело решу, или у вас какая-то проблема появится. Нахально, вот как специально, какая-то проблема появится. Вы думаете, я пока вот эту проблему решу, попозже займу там. Или один раз оборот делаю, и лучше потом закрою, зато хоть чуть-чуть больше останется. Вот она занимала, сколько сумма занимала? 15 тысяч? 15 тысяч занимала, чтобы другому закрыть, потому что другому 15 тысяч занимала по 5% от каждый месяц. Она другому. И от другого занимала, чтобы этому отдавать, а потом уже мысль пошла в голове. Давай один раз оборот делаем. И она пошла как раз вот это Китай, это цветы купила. А потом полгода и денег нет. И теперь раньше было одному было в долг, теперь еще новый долг. Потому что, запомните, пожалуйста, вот это два момента запомните. Первый момент, что когда у вас деньги в руках попадет,
Дьявол внушает вас, что давайте что-нибудь делай. То есть, как эта идея появится, давай чуть-чуть делай, так позарабатывай еще больше, а потом закрою. И вы куда-то вложите деньги, заморозится где-нибудь, и все.